Чтобы создавать что-то интересное, надо иметь широкий кругозор. Известность мне не нужна, дайте мне продажи. Я не знаю татарских дизайнеров, каких-то казанских, какие-то бренды. Хочется жить ради чего-то. Мы татары, да, вот я скачаю из интернета орнамент. Да, у нашей бабушки не было такой кофты, но что-то от этого есть. У меня идет совершенно от обратного, то есть у меня вообще это не про бизнес, это в первую очередь это реализация моих творческих идей. Я решила, что это будет точно трикотаж. Мне нравится очень сам по себе этот материал, он очень актуален для России, он какой-то такой вот всесезонный, удобный, мягкий, уютный. Это будут свитера, я решила, но мне нужен свитер без оленей. То есть у меня вначале был хэштег даже «свитер без оленей». И как-то я еду на работу, метро Серпуховская, и там вот я стою, жду поезд, и надпись, само метро Серпуховская, надпись этой станции, она с такими вензелями. Но они как бы не, русские народные, но понятно, что это все же перекликается, вот это растительный орнамент у разных народов. Но я так увидела, думаю, боже, это же какие-то татарские такие мотивы растительных орнаментов. Думаю, а что, если мне сделать свитера с татарским орнаментом? Это был вот прям конкретный день, конкретный час, когда я это четко поняла. С 12 лет, наверное, я шила там по бурде, сама что-то училась, обшивала себя, обшивала своих однокурсников. Вот. Потом, когда я переехала в Москву, это как-то все ушло. Я люблю живопись, я очень люблю ходить на выставки. Я очень люблю стиль модерн, в совокупности там с любовью к татарскому орнаменту, на стыке каких-то вот вещей рождается что-то новое. Я не смотрю на то, что делают другие, абсолютно. Я не знаю татарских дизайнеров, каких-то казанских, какие-то бренды, я не слежу за ними. Я иду от себя, от того, что мне нравится. Когда ты выбираешь, что тебе важнее, известность или продажи, я выберу продажи. Почему? При том, что я изначально не ставлю себе цель много заработать. Что для меня продажи? Это обратная связь тому, что я делаю. Да? То есть мне нужна эта подпитка. Это больше, вот эти деньги для меня больше энергетическая подпитка. Таким образом, если продажи есть, я понимаю, что все, что я делаю, это не зря. Туристы, которые вот из Москвы особенно, они прям для них это очень... Они радуются, когда видят что-то такое интересное, да еще в таком качестве. То есть это люди, у которых есть деньги, и они рады их потратить на что-то такое качественное, интересное, что можно носить. Но пока у меня там продукция размещена в одном шоуруме в Казани, да, сборная там солянка, и один шоурум российских дизайнеров в Москве. 7 лет назад у меня ушла из жизни моя двоюродная сестра, младшая. Но она как родная такая была. Это очень, конечно, так выбило меня из колеи. Я тогда не занималась, у меня никакого идеала не было, и даже никаких планов не было. В общем, я так постепенно погрузилась в какую-то депрессию, свою такую личную, да. Тогда именно что-то завела Инстаграм, да, пошла в соцсети, думаю, поговорите со мной. И вышла реклама, онлайн-курсы «Стань дизайнером одежды». Вот. Это был годовой курс онлайн, но такой серьезный, то есть там с лекциями, домашними заданиями, разбором преподавателя. И, в общем-то, я отучилась. Кстати говоря, вот те пробки, которые меня московские очень сильно раздражали, именно в них я получила образование, третье уже образование, до этого у меня там уже 2 было. Образование дизайнера. Первые мои коллекции, да, люди, такая реакция была, что «О, да, красиво», там это привлекает их внимание, а потом думают, а с чем это я надену, а какие-то яркие цвета очень. И весь мой путь дальнейший был именно с расчетом таким, что все-таки я должна делать то, что был бы и орнамент, да, такой, но чтобы это легко было вписать. А в этом году у меня случилась первая коллаборация, то есть если до этого я какие-то свои дизайны рисовала, прям рисовала, то в этот раз я увидела у девочки Алия Сабитова рисунок, который мне понравился. Это был у нее такой маленький какой-то набросочек.
И мы начали с ней работать над ним, как именно это разместить на свитере, подбор цветовой гаммы. Вот из этого алмаза, скажем, из этого рисуночка, такого наброска, сделали такой бриллиант. Я когда уезжала 15 лет назад из Казани, это же ничего не было, девушек в платках, там каких-то вот такого. И когда я в какой-то год там приехала в очередной раз к родителям, и я подумала, откуда вообще все эти люди, откуда они взялись. То есть, ну, раньше, да, там, ну, бабушка там по пятницам платок одевала, да, в чем была одета, там, платок одела, вот она как бы, да, мусульманка сегодня. А сейчас молодежь, причем молодые девчонки, они такие, ну, современные, там, интересные. Но мне кажется, что это какая-то дань моде все-таки, ну, как это, потому что это в одночасье возникло, вот, как будто сразу. Это какое-то воздействие извне, мне кажется. Мне кто-то пришел и сказал, да, вот теперь мусульманство там это модно, и просто выглядят они все одинаково, да, хорошо там мусульманство, но индивидуальности в каждой из них нет. Они все одинаковые и правда, то есть это какая-то Турция, наверное, или это Арабские Эмираты, откуда-то оттуда мода пришла, но это не местное, оно вот, может, поэтому как бы чужеродное, что ли, скажем так, воспринимается.